Добрый день, дорогие телезрители телеканала Анна Ньюс. Рада вас приветствовать. Сегодня у нас в студии Давид Амир. Здравствуйте. Здравствуйте. Давид Амир является христианским православным богословом, также историком тюркского мира. Давид Амир, мы сегодня поговорим о такой теме, как христианский фактор в тюркском мире. Вот тюрки, тюркские народы, их достаточно много. Часть из них являются мусульманами. Часть из них являются православными, к примеру, гагаузы. Гагаузы – это вообще туркоязычный народ. Они проживают на территории нынешней Молдавии. Некогда они входили в состав Османской империи. И говорят они на чистом турецком языке, без арабских примесей. Когда-то греки-туркофоны, так называемые, как есть обозначение в науке, жили на территории Малой Азии. К примеру, Центральная Анатолия, там где находится Анкара, город Кесария Каппадокийская. Там тоже жили греки-туркофоны. Этногенез греков-туркофонов – это очень интересный вопрос. Кто-то считает их отуреченными греками, кто-то считает их тюрками, но факт остается фактом. Преподобный Паисий Святогорец, когда Ататюрком был переселен вместе с своими собратьями, христианами, на территорию нынешней Северной Греции, он не говорил на греческом языке. Он выучил греческий язык, он говорил на турецком языке. И вот христианский фактор в тюркском мире. Вы как историк тюркского мира, как богослов христианский, православный, может быть, расскажете нам, каковы корни христианства в тюркских народах? Ну, вопрос, конечно, более такой очень обширный, трудно так вот широко захватывать. Что касается Каппадокии, там действительно тесно жили рядом и христианские, там огромное количество христианских святынь, факторов. Мы знаем отцов каппадокийцев, которые основатели, отцы христианской церкви, православной церкви. Вот. И что очень интересно, суфизм каппадокийский очень тесно взаимодействовал с христианскими, с христианами, с православными. Вот этот момент. Если взять, скажем, тюрок, то известно, что в Орде было православие, особенно после исцеления преподобным Алексием одной из жен хана Тайдулы. То есть официально было объявлено православие, но и до этого были и православные, и христиане других направлений, там, скажем, сирийских и других, потому что Орда тесно взаимодействовала общалась с разными христианами, то есть там не только был ислам. И при выборе официальной религии тоже ордынский хан рассматривал христианство как одну из религий. Известно, что один из султанов, точно не помню имя, по-моему, 17 века, так как у него одна из жен была христианкой православной, тоже не просто тяготел к христианству, но и сам скрыто исповедовал христианство, православие. Да. Это очень интересно. Да, это известный факт, и есть исследования на эту тему. Есть некоторый стереотип, вообще стереотип о том, что тюрок значит мусульманин, да, что, скажем, я не знаю, татарин значит мусульманин, турок значит мусульманин. Это, наверное, как-то это связано с тем, что большинство представителей этого народа исповедует ислам. Но религия, она вне этноса, она вне этнична. И не только православие, но и ислам. Ислам, собственно, возник внутри арабов, но предполагался как мировая религия. Собственно, сама задача Мухаммеда, пророка мусульман, была не в том, чтобы создать новую религию, а он пытался объединить существовавших в Аравии иудеев,
и христиан разных направлений там воедино, чтобы это стало нечто единое люди, поклоняющиеся единому Богу. Вот, это уже потом все это оформилось как единая религия. Изначально у самого пророка мусульман такой задачи не было. Вот, собственно, он достаточно много общался и с христианами. Единственное, что он, скорее всего, общался либо с монофизитами, либо с мариологическими сектами, как это, судя из текста Корана. Но, тем не менее, с христианами он много общался. Известно его длительное общение с монахом по имени Бахира, где он, собственно, получил многие сведения о христианстве, и тот предрек ему будущее пророка. Вот, и поэтому и среди тюрок много христиан, причем это не просто отдельные христиане, а целые группы, скажем, такие как вот татары-кряшины, или вот православные татары, да, или вот гагаузы, о которых Дмитрий упомянул. И таких групп много, есть и среди казахов достаточно много христиан. К сожалению, все проявления религии за время советской власти уничтожались, скажем, до революции. Это были гораздо более крепкие группы и в смысле веры, и в смысле просвещения, и в смысле самоидентичности. Сейчас это утиралось у всех, не только у христиан и у мусульман, то есть у всех представителей религии. Но сейчас, слава Богу, это возрождается, скажем, и кряшинская община растет и укрепляется. К сожалению, фундаментализм, исламский фундаментализм, так называемые салафиты, пытаются, больше занимаются, религиозной политикой, чем, собственно, исламом, и пытаются направить, скажем, и татар к тому, чтобы выдавить кряшинскую общину из среды татар, что, дескать, нет такого этноса, не существует, что это все искусственно и неестественно. Вот. Это очень неверно, потому что татары очень толерантны, если не брать вот эту салафитскую компоненту, которая появилась после перестройки и достаточно активно стала разрушать, подрывать ислам, сложившийся в царское время, в XIX веке, который очень был толерантен и миролюбив, и терпим к другим религиям, в первую очередь православию. Вот. После перестройки вот эта салафитская пропаганда хлынула в Россию и начала активно разрушать. И, собственно, это их политика направлена на то, чтобы выдавить кряшин, не давать возможность кряшинам иметь собственную этническую самоидентификацию, религиозную и другую. И, скажем, и другим татарам не иметь возможность самостоятельно выбирать веру. Вот этническая принадлежность и религиозная принадлежность — это разные принадлежности. Ну, конечно. Ты можешь быть татарином, но при этом ты можешь быть христианином. И исторически так и было. И не было разделения, в принципе. Да? Есть один народ, но этот народ исповедует разную веру. Кто-то православный христианин, кто-то мусульманин. И сейчас, действительно, наверное, под влиянием каких-то салафитских идей пытаются вычленить, отделить православных татар от других татар. По сути, это один народ. Давайте посмотрим на татар, проживающих на территории Российской Федерации. Они не только на территории Татарстана живут. К примеру, православные татары есть среди мешарских татар, есть среди других татарских групп. А татары, они живут вместе с русскими везде, по всей территории Российской Федерации. Это Ульяновская область, это и Нижегородская область, где как раз мешары живут, это и Рязанская область, Касимово, город Касимов, касимовские татары. Один из касимовских ханов был православным
христианином. Более того, он даже одно время на царском престоле, как мне известно, сидел, был регентом. Поэтому здесь не надо пытаться спекулировать на том, что вера людей разделяет. Вера людей не разделяет. Вера людей делает особенными. Она определяет их личный путь. Но этнос, он остается единым. Татары остаются единым народом, в зависимости от вероисповедания. Ну вот к тому, что вы сказали, у меня есть интересная иллюстрация. Я с небольшой группой православных христиан был в одной нижегородской мечети. И когда мы общались с прихожанами этой мечети, ну я уж не знаю, как сказать, наверное, с прихожанами этой мечети, вот, ну в такой приватной беседе за чашкой чая, ну, выяснилось, что проблемы бытового исповедания веры очень близки. Ну, скажем, вот человек, ставший христианином, да, или человек, ставший мусульманином, какие у него проблемы на работе? Проблемы взаимоотношений со служивцами, как ему соблюдать заповеди, да, как ему не участвовать в попойке, да, как ему не беседовать на неприличные темы со служивцами, как ему, ну, не знаю, там в курилке тоже вот не разговаривать там одно, второе, третье. Почему не пойти, почему он не идет пойти пиво со всеми сослуживцами и поболтать о чем-нибудь эдаком? Как ему быть дома, как ему совершать молитву, да, то есть христианину как совершать молитву, как держать иконы, да, то есть для мусульманина тоже есть ну, символы, ну, Шамаиль, да, или цитата из Корана, как ему эти символы держать открыто в комнате, чтобы родственники неверующие, ну, которым это не нравится, не соблазнялись, не ругались. Да, что, почему ты стал другой, почему ты не ведешь себя таким образом. И выяснилось, что вот такого рода проблемы очень близки. И если не... ведь на самом деле у христиан и мусульман есть общие вещи. Да, то есть мы говорим об одном и едином Боге. Мы говорим об пророках, да, которые имеются и в Библии, и в Коране. Христиане признают да, Иисуса Христа. Вот. Есть различия в понимании его, но тем не менее личность Христа признается. Более того, мусульмане говорят о непорочном зачатии. Коран говорит о непорочном зачатии. Коран говорит о Христе как о чудотворце, как о том, кто воскрешал мертвых. Да? Коран говорит о вознесении Христа. Коран говорит о его втором пришествии. Есть даже вот мечеть в Дамаске, где ну, как бы некоторая часть мусульман ожидает пришествия Христа. Мечеть Омайядов. Да. Вот да, я был в этой мечети. Там действительно, как нам рассказал верховный муфтий Сирии, есть один из минаретов, где каждое утро дежурный имам стелит коврик, ожидая пришествия пророка Исы, к ним называют мусульмане, чтобы он возглавил молитву. И в этой же мечети находится глава пророка Иоанна Крестителя, Иоанна Предтечи, которого тоже почитают мусульмане. Ну и вот и в этом смысле, скажем, вот у тюрок нет такого ну, жесткого противопоставления христианства и ислама. И это больше, такое противостояние более идеологическое, чем вероисповедальное, духовное. И тут еще может быть проблема личной веры, потому что когда, ну есть же свидетельства новомучеников наших, да, или, скажем, вот интересное свидетельство архимандрита Спиридона Кислякова о том, как он встретил где-то в Бурятии в одной из ссылок одного муллу, который ну, по какой-то случайности оказался в этой ссылке, да, и он был поражен его верой, его целостностью, его характера. Вот, и в этом смысле возможно нормальное, спокойное, уважительное к вере другого отношение христиан и мусульман. Вот, Давид, вот посмотрите на карту
постсоветского пространства. Есть республики, где происходит возрождение исламской традиции. Это среднеазиатские, прежде всего, республики. Но исторически, если мы посмотрим вглубь веков, то мы увидим, что на этих же территориях, среди этих же народов, среднеазиатских народов, существовало и христианство. Оно было распространено там. Давайте вспомним те же самые древние монастыри Эссекюля. Там были армянские общины, с одной стороны, но были и тюркские христианские общины. И по некоторым преданиям, легендам, там покоится мощь апостола Матфея. И сейчас существуют целые проекты. Вот, возможно, на нашу программу придет Федор Коников, который является православным священником, и он планирует как раз поехать на Эссекюль искать мощи апостола Матфея. И это тоже часть христианской тюркской истории. И давайте вспомним средневековую легенду о Престере Джоне, Попе Иоанне, империя Престера Джона. Давайте вспомним о том, что один из пап римских эпохи Средневековья, эпохи крестовых походов предлагал поднять крестовый поход на восток для освобождения христианской империи. И эта империя действительно существовала. Ее сокрушил Чингисхан. Это исторический факт. И эта империя была несторианской, христианской несторианской империей. И каковы, скажем так, реальные, на ваш взгляд, перспективы того, чтобы тюркские народы не забывали свою христианскую историю, современные тюркские народы? Ну, мне кажется, в первую очередь должно быть уважительное отношение. Дело в том, что не секрет, что представители христианских народов и представители мусульманских народов часто враждовали. Не секрет, что христианизация тюрок часто была насильственной. То есть не то чтобы насильственной, но и насильственной в том числе. Вот. И в связи с этим... Как и исламизация. И как и исламизация. Конечно, Да. это тоже не надо забывать. Это происходило с двух сторон. Да, это происходило и оттуда, и оттуда. И надо сказать, что и с той, и с другой стороны, помимо насильственных форм, были и вполне гуманные, вполне толерантные формы. И, собственно, по большей части именно вот эти формы дали вере измерение глубины, скажем, вот как миссия Николая Ильминского известного, да, который, вот, скажем, кряшины почитают как святым, потому что в его действиях никакого насилия не было, в его действиях была проповедь, и проповедь с любовью и с большим милосердием. Были и до него множество и священников, и проповедников, которые делали это без насилия, без грубого исполнения имперского закона, которое, к сожалению, было там и при Иоанне Грозном, и несколько позже. Вот. И, собственно, поэтому отчасти вот из-за этих вот явлений там у татар отношение к христианству у многих, во всяком случае, такое, не то чтобы негативное, но сдержанное, очень сдержанное. Скажем, такое выражение, как «щуканып-кетсен», да, чтобы ты крестился, да, оно ругательное, да. Или слово «тере», тоже, слово «крест» тоже вызывает некоторое отторжение. Вот. В этом смысле, может быть, и православной церкви нужно несколько осветить эти моменты истории, показать, что они были несправедливы. К примеру, даже вот если говорим о тюркских языках, то часто мусульмане называют православные церкви, христианские, ширкеум, да, ширк. По-исламски это запрещенное, это нечистое. Там, по исламскому учению тот человек, который будет делать ширк, он не имеет возможности оправдаться и быть прощенным. Ширк даже многобожие, да. Да. И, соответственно, вот наименование христианских церквей как ширк, ширкеум, это тоже показывает некое негативное отношение. Но, возможно, это связано именно с какими-то насильственными действиями, да, по
Ну, христианизации. вероятно, да, вероятно. Но опять, это опять-таки заблуждение, потому что, скажем, я участвовал в нескольких диспутах, даже некоторые сам организовывал, христиано-мусульманских. И действительно, у мусульман странное представление о Святой Троице, что это три Бога. Потому что и мы, и мусульмане верим в единого Бога. Вот. Единственное, что мы знаем откровение Бога в трех лицах. Единого Бога в трех лицах. Это вещь, ну, с точки зрения человеческой арифметики, не очень понятная, не очень допустимая, но тем не менее это так. Мы верим в единого Бога. И, собственно, символ веры наш звучит: верую во единого Бога. Да? То есть Бог единый и единственный. Вот. И вот такого рода заблуждения надо устранять среди мусульман. То есть надо понимать, что, ну, как бы давать понимать, что Бог один и тот же. Да. Другое дело, что некоторые, ну, другое откровение. Вот мы воспринимаем это как некоторую большую глубину откровения. Откровение Бога с человеческим лицом, да, во Христе. И вот, наверное, для того, чтобы нести это просвещение в массы, необходимо выстраивать диалог на принципах любви. Да. Любовь – это основополагающая, скажем так, единица, которая позволит привести все к общему знаменателю. А общий знаменатель – это есть безмятежное существование в этом мире, когда люди живут, существуют, стремятся строить свои дома, благоукрашать их, строить свое государство, благоукрашать его, развивать его. И только через любовь, взаимную любовь людей одного народа, да, татар, исповедующих и православие, и ислам, когда они будут понимать, что они должны все равно любить друг друга, вне зависимости от того, что у них разные веры. Через любовь представителей разных цивилизаций. Потому что исламская цивилизация и христианская цивилизация – это две великих цивилизации. И они имеют соприкосновение, в том числе проходящее через тюркский мир. Среди тюрок есть как мусульмане, так и христиане. И вот эта позиция любви, хотите, пропаганда любви, может действительно не только в религиозной плоскости быть применена, но и в общественно-политической плоскости. Ну, это очень глубоко вы сказали, Дмитрий. Я не знаю, насколько это достижимо, потому что любовь — это очень высоко. Мне кажется, ну, может быть, начать с чего-то, ну, вот достаточно, ну, с понимания друг друга, понимания веры друг друга, не терпимости друг к другу, вот, терпению к проявлению веры другого, потому что, ну, есть, ну, жесткая, крайняя нетерпимость иногда к проявлению веры другого. И, скажем, вот те действия, ну, так называемых салафитов, которые мы видим в Сирии, да, которые мы видим в виде терактов, которые происходят, ну, иногда трудно полюбить человека, который совершает такое, допустим, ну, с нашей стороны, да, хотя мы к этому и призваны. Но важно понимать, что вот это проявление, это не проявление ислама. Потому что часто вот такого рода вещи отождествляются с исламом, а можно послушать самих мусульман, самих нормальных мусульман, представителей суннизма, да, ну и других направлений ислама. То есть они говорят, что ислам этого не позволяет. Потому что, скажем, в Коране сказано, да, кто убил одного человека, тот как бы убил всех людей. Да, скажем, такое высказывание, как «ля икрафи эд-дин», да, то есть нет принуждения в религии. То есть религия — это свободный выбор человека. Вот, это, ну, такие важнейшие, основополагающие вещи. Но то, что вы говорите, это несомненно. То есть нужно уметь строить общую жизнь в одном государстве, и тем более представители одного народа, ну, проявляя уважение к вере, к вероисповеданию другого человека, к выбору веры человека, да, отношения к Богу. Но смотрите, есть такие примеры взаимоуважения и сотрудничества. К примеру, Московская татарская национально-культурная автономия. Есть
президиум этой автономии, куда входят представители православных татар, в частности, Динара Бухарова, Да, да. который сегодня день рождения, мы ее поздравляем. Да. Это другие представители православных татар, которые входят. Есть мусульмане, которые поддерживают это начинание. В частности, Фарисов Фарид Фарисович, он одновременно является руководителем попечительского совета муфтиев Российской Федерации, с другой стороны, он является председателем президиума Московской национально-татарской культурной автономии. Он мусульманин, но он поддерживает православных татар. И празднование Сабантуя, которое проходило в Коломенском в этом году, там тоже православные татары были представлены, выступал крещенский ансамбль «Берменчек», речь была произнесена Динарой Бухаровой с трибуны. И это все действительно имеет место быть. Диалог понимания и любви. Давайте вспомним, опять же, тот же Татарстан. Крещенская организация Татарстана. Ее возглавляет Егоров Иван Михайлович. Он генеральный директор Акбарс Холдинга также. Это крупнейшая компания Татарстана. И он, будучи крещеным, православным татарином, он возглавляет эту компанию. И нет никакого противостояния между христианами и мусульманами на самом-то деле. Это противостояние, о котором вы говорите, вот это непонимание, оно возникает, наверное, где-то внизу. Там, где люди могут кормиться различными домыслами, где люди пользуются непроверенными источниками информации друг о друге. Так вот, наверное, наша задача, да, людей, которые могут привнести, скажем так, просвещение в массы, используя средства массовой информации, используя личные площадки, донести до людей вот эту правильную информацию, правильные императивы. И, конечно же, тема христианского влияния, христианского фактора в тюркском мире, она очень важна. И причем мы не должны воспринимать это влияние как некое насилие, да? Некое принуждение в вере. Нет, ни в коем случае. Мы должны это воспринимать именно как диалог. Именно как диалог. Это факт, да? Есть христиане-тюрки. Они есть. Они существовали всегда. Вот в Османской империи, к примеру, тем же, условно говоря, турецким крещенам, гагаузам давали такие фамилии, как Карагяур, черный неверный. Там целые деревни имели такую фамилию Карагяур. Но это тоже неправильно. И, как вы сказали, некоторые османские султаны более нисходительно относились к христианству и даже по некоторым историческим сведениям были христианами. Мы видим, что в Османской империи, как бы мы ее ни ругали, уже Каппадокии, Кесарии Каппадокийской, в пещерных храмах до середины XIX века, а то и до начала XX века, до падения султана, совершались богослужения, и христианское население жило спокойно. Даже вот был в Каппадокии и в июле этого года, и нам показывали заброшенный армянский квартал, где еще в начале 20 века жили армяне, их было около 100 тысяч человек, совершались богослужения христианские. И о чем можно говорить? Можно говорить о том, что необходимо, вот, наверное, пробивать эту стену невежества. Как вы скажете, как вы думаете, насколько это возможно? Вот вы, я знаю, ведь тоже татарин, Да. и вы знаете татарскую среду изнутри. Насколько вот это возможно от сердца к сердцу нести диалог вот на простом уровне и нести этот диалог и разъяснение людям на высоком уровне, да, и с трибун различных информационных агентств? Ну, действительно, скажем, что касается моего личного опыта, мой путь к христианству, ко Христу, он такой достаточно непростой. Я уж не буду его так озвучивать. Вот. Но единственное, что, скажем, вот мне по моему опыту,
скажем, мой отец был веры, ну, что называется, веры ума, да, вот глубокого аналитического ума. Он действительно был человек очень образованный и был глубокой веры, серьезной веры, но, тем не менее, такой вот умозрительной. Ну, бывает такое, то есть, скажем, это более присуще мужчинам. Мужчина больше понимает умом, женщина больше понимает сердцем, это известно. Вот. И мне с ним трудно было говорить о моем христианстве. Мне ужасно, ну, мне не хотелось ему причинять боль и неприятность. Ну, как бы я понимал, что для него принятие мной христианства было тяжело. Я долго ему об этом не говорил, потом, когда это выяснилось, этому последовал ряд таких достаточно трудных бесед, многолетних. Я даже пошел учиться, собственно, изучать богословие и, в частности, ислам, для того, чтобы, ну, как-то аргументированно с ним общаться. Вот. И тем не менее, вот это неприятие было, то есть вот какая-то стена была довольно долго. И сравнить его с моей бабушкой. То есть моя бабушка, в общем, человек не книжный, не ученый, но человек глубокой сердечной веры, переживший много трудностей, скорбей, много такого личного опыта Божьего действия в мире, таких необыкновенных вещей, которые происходили в послереволюционное время. Вот, она, видя перемены, которые происходят в моей судьбе, в моей жизни, в моем характере, связанные с моим крещением, с моим принятием христианства, она посмотрела и сказала, ну, говорит, мне, конечно, странно, что ты стал христианином, но я вижу вот эти хорошие перемены, и пусть Аллах сам тебя ведет по тому пути, который Он видит наилучшим. Вот мне кажется, вот эти вещи, они как раз наиболее важны. То есть, когда мы судим не доктринально, не о том, что, потому что, ну, так или иначе, есть, ну, некоторое доктринальное восприятие ислама, доктринальное восприятие христианства, как вот набора правил, норм, догматов, а на уровне свидетельства, что ли, да, внутреннего как бы восприятия мира, взаимоотношений человека с Богом, его общение с Богом, что ли, вот этой как бы внутреннего измерения веры человека. И вот на этом уровне диалог наиболее возможен и прост, потому что здесь стираются какие-то рамки. Ну, точно так же, как вот во времена репрессий, когда вот уже в лагерях люди, потерявшие власть, влияние, вот эти вот доктринальные рамки между собой, когда они встречались вот здесь на границе жизни и смерти, люди верующие искренне узнавали друг друга и гораздо проще общались. Ну, точно так же, как в советское время, когда верующие люди были гонимы, то же самое было, то есть люди верующие узнавали друг друга по глазам. Да, не только христиане, да, но и христианин с мусульманином мог встретиться по некоторой глубине взгляда, вот этой, ну, как бы измерению богообщения, что ли, внутри человека. Давид, у нас, к сожалению, подходит время нашей программы к концу. И вот давайте резюмируем. Наверное, вот тем, кто хочет узнать, да, татарам, мусульманам и татарам, христианам, и также представителям других тюркских народов друг друга лучше, наверное, стоит прежде всего исходить из презумпции уважения. Несомненно. И любви. Несомненно, друг к другу. да, несомненно. И для того, чтобы люди понимали, что их объединяет, нужно заниматься разъяснительной работой. И вот, вы говорите, есть лучшая возможность от сердца к сердцу разговаривать, как вот пример бабушки своей привели. Вот. Это действительно так, но наша задача сеять. У нас есть возможности информационные, наш разговор с вами услышат тысячи людей, и сеять надо и в их сердца. Нужно свидетельствовать единение всех на основе чего-то общего. А это общее, это все-таки любовь. Ну, несомненно, это самая высокая А высота. Бог есть да, любовь. Несомненно, да.
Вот, спасибо, Давид Амир. Спасибо. Спасибо вам, Дмитрий.